Гимназия Марем города Магаса функционирует с 2001 года. Школа была построена на средства известного ингушского мецената Микаила Гуцериева и названа в честь его матери. Еще в начале августа здесь начали капитальный ремонт за счет благотворительного фонда «Сафмар». На сегодня все работы полностью завершены. А ведь совсем недавно здание было в плачевном состоянии. Неработающее отопление, прогнивший паркет, забитые трубы, протекающий потолок. Это далеко не все проблемы, которые накопились за 20 лет. Учиться и работать здесь было практически невозможно, особенно в зимний период, признается директор школы Лиза Мужухоева. Детям порой приходилось сидеть на занятиях в верхней одежде из-за холода. Положение в школе было критическое, можно сказать. Не было отопления на втором этаже полностью. И сложная ситуация была с канализацией. В кратчайшие сроки, буквально, наверное, менее чем за 3 недели все это было сделано. Все сделано быстро, а главное качественно. Во всех кабинетах теперь вместо вздувшегося паркета лежит ламинат. Полностью заменена кровля, установлена необходимая мебель. Во дворе школы обновлена ограда. Все эти работы были начаты после обращения директора к Микаилу Гуцериеву с просьбой об улучшении условий в школе. Изначально было обращение директора школы, вернее гимназии Марем, на имя Микаила Саварбековича Гуцериева оказать помощь в ремонтных работах гимназии. После чего было Микаила Саварбековича распоряжение поехать посмотреть, какое состояние. Специалисты приступили, посмотрели, что происходит с отоплением. Отопление пришлось полностью демонтировать, и мы сделали всю новую систему. То есть, получается, провели абсолютно полную, всю новую систему отопления сделали в школе. То же самое сделали по канализации, по воде, водоотведению. Поменяли полностью все полы в школе, сделали другие полы. Вы дальше увидите их. Была проблема с кровлей, протекала кровля, топила. Поменяли полностью кровлю, сделали, чтобы не топило. Ну и как визитная карточка – это забор-двор. Мы полностью сделали ремонт забора, по двору прошлись. Отоплению уделили особое внимание. В коридорах еще при строительстве здания был сделан теплый пол, но прослужил он недолго. Специалисты устранили все ошибки и заново наладили его работу. Электрический пол снова начнет подавать тепло зимой. Ремонт успели завершить к 1 сентября, чтобы не прерывать учебный процесс и позволить детям встретить учебные будни в обновленном здании. Теперь они получают знания в уюте и комфорте. Хотел бы сказать большое спасибо Микаилу Гуцериеву, его фонду «Сафмар» за то, что обеспечили нас условиями, за этот ремонт, прекрасный ремонт. Видеть нашу школу в таком виде очень приятно. Особое внимание уделили кабинету робототехники. Ранее здесь невозможно было проводить занятия, не хватало парт и стульев, отсутствовал необходимый инвентарь для проведения занятий. В помещении было очень холодно. Теперь этот кабинет считается одним из самых лучших. Дети посещают уроки с удовольствием. Мы в этом году ожидаем встретить холодный период, зиму в тепле, в уюте. Все необходимые условия созданы. Как вы видите, во всех кабинетах, особенно в данном кабинете, это кабинет робототехники, оборудование, новая мебель, все необходимое обеспечили фонд «Сафмар». Спасибо им большое. Благотворительный фонд «Сафмар» не только выделил средства на капремонт школьного здания, но и обеспечил учебной литературой каждого гимназиста с 1 по 11 классы. Помимо того, что был проделан такой колоссальный ремонт, нашим детям, как и всем детям нашей республики, были выданы учебники. Это тоже огромная помощь нашим родителям и детям. Огромное спасибо благотворительному фонду «Сафмар» за такую проделанную работу. Благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева уже на протяжении многих лет реализует программы, направленные на развитие и повышение качества образования по всей стране, в том числе и в нашей республике. Огромное внимание при этом уделяется созданию максимально комфортных условий для обучения в школах, вузах и детских садах. Малика Измайлова, Алисхан Гаравожев. Новости 24.